Да, тема ковида, конечно, изрядно всем поднадоела. Потом еще пошли разговоры, что это выгодно кому-то, сколько будет выгодно, столько будет продлеваться. Конечно, я думаю, что это слишком надуманно, потому что кому это может быть выгодно-то? То, что стоят предприятия, то, что люди не работают, что семьи разводятся, столько денег уходит на лечение, на реабилитацию перенесших, на инвалидность и так. Я думаю, что это невыгодно. На самой заре еще, когда о ковиде ничего не было слышно, у меня уже были какие-то смутные ощущения того, что если вдруг к нам придет какая-то очень тяжелая инфекция, до ныне неизвестная, у меня к этой инфекции иммунитета не будет. А что же делать тогда? И мой врачебный ум начал искать выходы, и я подумала, да, человечество спаслось благодаря вакцинации от чумы, от натуральной оспы, от брюшного сыпного тифа, в конце концов, даже от полиомиелита. И до сих пор наши дети спасаются благодаря вакцинации от коклюша, от дифтерии, и даже там, скажем, от кори, краснухи, паротита, которым мои дети, например, мои сыновья вообще не болели, хотя раньше повсеместно болели все дети. Когда вышли сообщения о том, что изобретена вакцина против ковида, я, конечно, сразу про себя решила, я пойду. Хотя я никогда в жизни гриппом не болела, никогда в жизни от гриппа не вакцинировалась, даже не помышляла. А вот насчет ковида я сразу решила, я буду вакцинироваться. Правда, мне пришлось немножко задержаться, потому что у меня были очередные форс-мажорные обстоятельства со здоровьем. Вот. И первую прививку я получила в январе в прошлом году. Ну вот, значит, как я перенесла? Всю ночь болела рука. Невозможно болела рука, аж кости прямо. Утром просыпаюсь, смотрю, оказывается, болела. То у меня правая рука, в которой я несла тяжелую сумку с продуктами, а прививка-то была сделана в левую руку. Вот так. Значит, после второй прививки спутником ВИ у меня был небольшой отек на руке, который, наверное, в течение 1-2 дней прошел. Не было ни температуры, ни недомогания. В общем-то, я как-то насчет этого и не комплексовала. Видимо, поэтому и легко перенесла. Потом вакцинировался мой муж спутником ВИ, 1-2 вакцинации. Когда пришел срок для ревакцинации через 6 месяцев у меня уже были какие-то опасения, потому что было очень много слухов о том, что вот тот умер от после прививки, еще что-то. В общем, я пошла с некоторым опасением, но это уже было дело принципа потому что и первый раз я вакцинировалась, прежде всего для того, чтобы сказать людям, вот я вакцинировалась, вот я хорошо перенесла. То есть людям, своим хотя бы родственникам, своим близким. Второй раз я решила не трусить и пошла на вакцинацию. Мне, в конце концов, тоже 66 лет, я горжусь этим. 6 лет встречается только раз в жизни, а 66 и того реже. Так что я с удовольствием встречаю свои 66 лет, и я знаю, какие у меня могут быть проблемы со здоровьем. Да, кровь густеет, поэтому что я делаю сейчас? Я каждое утро пью 2 больших бокала теплой воды с лимоном. Пока я просматриваю, WhatsApp, Instagram, пока я о чем-то думаю приятном, я эти 2 бокала выпиваю, запивая там свои БАДы, какие-то нужные лекарства. Вот. Я стараюсь больше есть овощи и фрукты, насколько позволяют мне зубы, поэтому я выбираю, например, апельсины, мандарины, в которых много сока, много аскорбиновой кислоты, которые как раз ощелачивает и разжижает кровь. Я стараюсь делать смузи с овощами, с фруктами, например, замороженная тыква, там туда апельсиновый сок, еще что-то, в общем, домашние соки. И вот таким образом я разжижаю кровь. Стараюсь лекарства не пить, конечно, потому что как не улучшить здоровье, если не через правильное питание, так сказать. Что я думаю насчет вакцинации? Конечно, наши люди очень любят верить в отрицание. Когда человека хвалят, а потом что-то плохое добавляют, в памяти остается только вот это плохое. То же самое насчет вакцины. Многие не согласны с этими QR-кодами, с этими ограничениями. Вот, например, в Кубе
Это маленькая отсталая страна, казалось бы. Там привито 92% населения. У них сняты все ограничения, у них свободный доступ, у них никаких QR-кодов. Китай. Вот насчет того, что ковид выдуман для того, чтобы уменьшить население, прививки, вакцины для того, чтобы нас поубивать, нас там в Китае, там население миллиард с чем-то, миллиард 800, что ли. Они почему-то не стремятся уничтожить свое население. И причем в Китае такая высокая дисциплина, там в течение 3 месяцев уже покончили с этим ковидом. Сейчас у них там болеет порядка 100 или сколько-то человек. Но в Китае высокая дисциплина. У них даже маленькие дети носят маски, а когда у них отнимают, они плачут. В Китае привито более 89% людей. Наверное, сейчас даже уже больше. Вот. А у нас все еще 60%. Я думаю, что наши страхи как-то не очень обоснованы. Вот когда я даже прививалась, я подумала, если умирать от ковида, я уж лучше умру от прививки в течение нескольких дней, чем там месяцами лежать, задыхаться от самой коронавирусной инфекции и в конце концов истощенная, некрасивая, неумытая, там отросшими ногтями лежать в гробу. Это, конечно, черный юмор, но тем не менее это так. Поэтому я думаю, что за прививкой в будущем. В будущем сейчас эра вирусных инфекций, а сейчас бактерии отходят как на задний план. Даже я смотрю у детей, у них ангины в основном вирусные, вот пневмонии сейчас вирусные, очень часто много кожных заболеваний вирусных. Поэтому в будущем у нас еще, возможно, наше человечество, наших детей, наших внуков ожидают другие новые вирусные инфекции. И человечество будет спасаться от них только путем вакцинации, я думаю. Потом, еще раз скажу, насчет средств защиты, насчет масок. Многие считают, что это вредно, отказываются от ношения масок. Некоторые, наоборот, носят их даже на улице. Вот насчет этого я скажу. Значит, что коронавирус проникает через пору маски, что он такой маленький там. Ну, в конце концов, как мы себе это представляем? Коронавирус же это не бабочка, которая, не птичка певчая, чтобы там разлетать по воздуху. Он проникает в организм в составе слюны, в конце концов, потому что ему нужна среда. Вот. Если ты защищен маской, если у тебя лицо закрыто маской, особенно если восьмислойной, возможность попадания, доза слюны намного уменьшается. А мы же знаем, что возможность заболеть повышается от получаемой дозы вируса. Чем больше слюны тебе в рот попадает чужого человека зараженного, тем больше вероятность и тяжелее заболеть коронавирусом и вообще заболеть. Друзья, агитировать, идти на вакцинацию, не идти в вакцинацию я даже не стану. Вот я рассказала, как со мной было. Вакцинировались мои дети. Если будет вакцинация детей в виде капель, в виде таблеток, я думаю, что я буду настаивать, чтобы вакцинировали еще на моих внуков. Вот что я могу только сказать. А вот такой сказ, а в ней намек: добрым молодцам урок.